Причиной гибели 3 человек в Печоре стало отравление угарным газом, сообщает СКР России по Коми. Трагедия произошла накануне в квартире дома по улице Мира, где были обнаружены тела 69-летнего мужчины и его 68-летней жены и их 32-летнего сына. Все без видимых признаков насильственной смерти. В ходе осмотра места происшествия выявлено отсутствие тяги в газоотводной шахте газовой колонки, а также наличие слоя наледи на дымовом канале. Возбуждено дело по 238 статье Уголовного кодекса России. Выполнение работы или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшей по неосторожности смерть 2 или более лиц. И сейчас у нас на прямой связи специалист по обслуживанию газового оборудования Александр Туматов. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Александр, почему именно в морозы много подобных трагедий? Ну, сами морозы не являются причиной, но это фактор, который на порядок увеличивает риски. Происходит перепад температур наружного воздуха и температуры в помещении. Это увеличивает на порядок риски. И тем более и люди стараются утеплиться, максимально закрыть все окна, двери. Это является одним из факторов, который увеличивает риски на порядок. Если температура ниже минус 20, надо быть максимально внимательным. А сами люди знают о возможной опасности? Вы обходите квартиры, общаетесь каждый день. Как вообще люди реагируют? Может, вообще не открывают двери? Нет, двери открывают, люди привыкли к обходам, но, к сожалению, отсутствие мало информации по этой теме, и люди крайне негативно относятся к замечаниям, которым мы показываем под роспись, предупреждаем людей, какие факторы, какие нарушения у них. Но, к сожалению, люди реагируют негативно. И еще один вопрос. Как исключить обратную тягу в квартире? Вот ваши рекомендации напоследок. Ну, основными причинами являются это наличие механической вентиляции, которая категорически запрещена. То есть никаких зонтиков над плитой, никаких вентиляторов в вент-каналах в туалете, в ванной не должно быть. И вторая причина из основных – это отсутствие на герметичных окнах приточных устройств. То есть необходимо на всех окнах, не только на кухне, на всех окнах установку приточных устройств, исключающих возможность их полного закрытия. Что ж, Александр, спасибо вам. С нами на прямой связи был специалист по обслуживанию газового оборудования Александр Туматов. А теперь к другим темам.